أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья, прочту вам из хадисов пророка, алейхиссалату вассалам, 3 хадиса, достоверные хадисы. Эти хадисы нас призывают, как мусульманин должен обращаться к другому мусульману, каким уважением и то, что он хочет для себя, он также для брата мусульманина должен, независимо он богатый, бедный, он брат или чужой, или он твой раб, или жена, или какая-то женщина. Нет в исламе разделять людей на разные нации или на их положение. Прочту я вам хадис عن عبادة بن وليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: عبادة بن صامت دبو دوين الله им, он говорит: خرجت أنا وأبي نطلب العلم. Вышел я, говорит, и мой отец в поисках знания. У кого взять знания? Вот они вышли. في هذا الحي من الأنصار, квартале, где Мадина Ахлу, Ансар. Мадина Ахлу, жители Медины, сподвижники пророка, алейхиссалату вассалам. Вот хоть одного из них хочет он увидеть, которые сидели с пророком, что-то от него взять знание. Кабля ан яхлику, пока они не покинули этот мир, пока они не погибли, давайте воспользуемся шансом, у них что-то возьмем. Вот отец и сын вышли. Факана ауаля ман лакина абаль ясари ради Аллаху анху. Первый, кого мы встретили вот в квартале, где Медина Ахлу Ансар, мы увидели сподвижника Абаль Ясар. Абаль Ясар, он был сахибун наби, спутник пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они нашли того человека, который всегда, постоянно почти находился с пророком. Есть у него много чего взять этого человека. И Абаль Ясар, он не был один, с ним был слуга его. С ним был слуга. Убада, что он заметил этого асхаба, как увидел его: «Ва'аля Абиль Ясари бурдатун ва ма'афир». У него верхняя одежда, говорит. Бурда – верхняя одежда. Ва ма'афири – это йеменская нижняя одежда. Ва аля гулямихи – у его же слуги, у раба тоже бурдатун ва ма'афири, также верхняя одежда тоже есть, и нижняя одежда – йеменская одежда. Ну, смотришь на них, как будто они наравне, раб и господин. Увидев это, Убада бин Самит сказал: «Я амми, о дядя мой», говорит. Кому говорит? Это Ансару говорит. Как адаб, мы называем агай, дяденька. Вот так он говорит: «О мой дядя, лау ахаста бурдата гулямика ва а'тайтаху ма'афирик». Если ты взял бы, говорит, то, что у твоего раба, вот верхнюю одежду, وَأَعْطَيْتَهُ أَوْ أَخَذْتَ مَعَافِرِهِ وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَةً. И нижнюю свою одежду ему отдашь, и верхнюю возьмешь, как будто комплект будет, как костюм и штаны вот так.
чтобы одинаково было. Или свое отдай, говорит, рабу, говорит. Или у него возьми, чтобы у обоих, чтобы одинаковая одежда была, говорит. Верх и нижняя часть. Канат алейка хулля, ва алейка хулля. Ва алейхи хулля. Если смотреть, у тебя тоже хороший вид был, Абу говорит, верхняя и нижняя одежда подходят друг к другу, и у твоего раба тоже так было, Абу говорит. Если нам кто-то так скажет, мы скажем, может, тебе какое дело, как мы хотим, так одеваемся. Но это сподвижник, спутник пророка, алейхиссалату вассалам. Он понимает, каким намерением он говорит это. Он хотел их видеть на более лучшем виде. Что он сделал? Сподвижник пророка Абу Ясар. Хамасаха ра'си. Когда я ему сказал, говорит, это передает, который от него это хадис, эти слова, он погладил мою голову, говорит, и сказал: Аллахумма барик фи. О Аллах, благослови этого юноша, то есть Убада бин Сами. Он делал дуа ему, потому что ему не безразлично было. Он поболел за них, чтобы у них вид хороший был. И потом Абу Ясар сказал: Ябна ахи, о сын моего брата. Это тоже не брат, не сын брата, а на самом деле вот так обращение. Видите, какое мягкие отношения между мусульманами времени пророка, алейхиссалату вассалам. Он говорит: басура айнайя хатайни. Мои глаза эти увидели. Васам'у узунайя хатайни. И мои уши слышали, говорит, эти, говорит. Ваваа кальби. И мое сердце это понял, говорит. И он указал на свое сердце и сказал: что увидели, что услышали его уши. От пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он, что он говорил: ат'имухум мимма та'кулун. Вы кормите их, то есть ваших слуг, то, что вы кушаете, говорит. Что вы ешьте, то, что пускай они тоже кушают. Ва альбисухум, и одевайте их. Мимма тальбасун, то, что вы сами одеваетесь, говорит. Как вы одеваетесь, и одевайте их тоже, говорит. Поэтому وَكَانَ أَنْ أُعْطِيهِ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا. И мне, говорит, давать моей слуге то, что относится к дунья, ахвану алейя мин ан яхуза мин хасанати яум аль-кияма. Это намного мне легче, чем он, мой слуга, возьмет мои благие деяния в судный день. Вот что вы поняли от этого? То есть этот господин Абу Ясар, он боится ослушаться пророка, алейхиссалату вассалам, повеление, что он повелел, чтобы их одевали, их кормили, как они сами одеваются, кормят. Но хотя это не обязательно. Но однако к этому, как благой нрав, пророк призывал к этому. Это сунна пророка, алейхиссалату вассалам. Он боится, слушая сунна пророка, как-то обидеть своего раба и притеснить. В судный день он может взять мои благие деяния, говорит. Лучше я ему дунья дам, говорит, чтобы он в судный день не жаловался на меня. И чтобы он не сказал пророку, алейхиссалату вассалам: вот он, мой господин, не подчинялся твоим повелениям. Задумаемся, братья, как сахаби боялись Аллаха и ослушания пророка, алейхиссалату вассалам, даже в таких мелочах, которые мы можем не считать: моя заслуга, я потом зарабатывал это, почему он должен, как я, одеваться. Так скажет неблагодарный раб Аллаха. Сахаби, откуда, как в наше время сейчас люди притесняют, друг друга воруют, зулму делают. Вот так они, большинство, боялись Аллаха. Смотрите, как ислам призывает нас к благим нравам и хорошим отношениям между даже рабами. А как будет человек, который притесняет родного брата,
притесняет, хотя он не раб, соседа притесняет. Он не только своего раба, притесняет своих родителей. В другом хадисе говорит Фадл бин Мубашир قال: Самиту Джабир ибн Абдилля, я услышал сподвижника пророка, ради Аллаху анхума, Джабира, что он говорил: Кана набию, сам пророк, алейхиссалату вассалам, юси бил мамлюкин хайра, он завещал, васият делал. Это васият, как будто договор берет у мусульман: будьте добрыми рабами, говорит. Ваякули, и говорил, говорит: ат'имухум мимма та'кулун, кормите их то, что вы сами ешьте. Вальбисухум мин лабусикум, одевайте же их то, что вы одеваете. Валя туазибу халк Аллах, и вы не мучайте, не пытайте, говорит, создание Аллаха, говорит. В других хадисах говорит пророк, алейхиссалату вассалам: если Аллах захотел бы, их сделал бы, говорит, над вами, говорит, не они под вами. С этих хадисов мы понимаем, настолько ислам справедливо, настолько ислам призывает быть нас всех покорным рабам Аллаха, без гордыни. Последний хадис прочту. Как в наших хадисах пророк, алейхиссалату вассалам, несмотря людей, их оценки в отношении в обществе, как их поднимал. Это событие связано с Билалом, ради Аллаху анху. Билал, который первый, кто азан кричал. Вот мы видим, он был рабом. Но когда Абу Бакр освободил его, конечно, и после этого мы видим до судного дня, первый, кто азан кричал, Билал, и его имя на всех минарах в исламских государствах. Его знают дети и взрослые, и все знают. Это достаточно нам понять, ислам не смотрит на человека состояние или его авторитет. Самиатуль Ма'рур бин Суайд Ахдаб рассказывает, Василь Ахдаб: я услышал одного Ма'рура бин Суайд, что он говорил, говорит, да будет им доволен Аллах: Раайту Аба Заррин. Один рассказывает, что увидел сподвижника пророка Аба Зар. Как он увидел его? Аба Зар был одет в хорошем одеянии, в хорошем одежде. Ва аля гуламихи, и его раб, слуга, тоже в хорошем одежде, одинаково одеты. Это же другой пример. Фаса'альнаху ан залик. Мы у него спросили, говорит, они привыкли в арабских обычаях до ислама, что рабы, они не так одеваются, как свободные господини. Раб есть раб, он должен там сидеть, где-то вот там далеко от людей, кушать там. Они поэтому, удивляясь, те люди, которые вот в этом обществе росли, спрашивают: как это раб и ты одинаково одеты? Он рассказал им один случай из жизни его, который случилось. Он переходит на другую историю и говорит, почему его раб и он одинаково одеты. Абу Зар рассказывает, да будет доволен им Аллах: «Инни сабабту раджулян», я однажды, говорит, дразнил, упрекнул, стыдил одного человека, говорит. Как он стыдил? Дальше расскажем. И этот человек, говорит, фашакани, пошел, пожаловался пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк позвал Абу Зар и сказал: «А'айяртаху би уммихи», ты дразнил этого человека, упрекнул с его мамой.
То есть Абазар сказал этому сподвижнику: о сын чернокожей женщины. Вот то, что он сказал. Мать черная была, и как для него как стыдит хотел его. Это кто был, знаете, сын чернокожей женщины? Это был Билал. Абазар Билал вот так сказал. Абазар сказал: да, я Расул Аллах, было такое, что я сказал такое. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, сказал Абу Зар: инна ихванукум хавалукум. Ваши братья, ваши слуги, говорит. Хотя он не был слугом для Абу Зар, но он был слугом для другого человека. А то, что он слуга, его обзывать вот так, бойся Аллаха, это имеется в виду. Сперва пророк сказал: ваши братья. Он не сказал: ваши слуги, они ваши братья, не сказал. Он поставил вперед: ваши братья, они ваши слуги, сказал. Как ты с братом относишься? Ты своему брату родному так скажешь? Его мать, потому что твой мать, ты не позволишь ему так сказать. Потому что это приходит к тебе же обратно, это же твой мать. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, нас призывает друг к другу относиться как к братьям. А если человек, он даже к брату так относится, бессовестный человек, нет у него намуса, тогда пророк говорит: относись к брату мусульману, как будто ты относишься к себе, говорит. То, что не любишь себе, не говорит другим, и говорит. То, что любишь себе, люби другому брату своему, говорит. Есть же люди, которые ему как к брату относиться, скажешь, он эгоист. Ислама нету такой. Он кроме себя, даже родителей, даже своих сыновей не любит. Есть такие люди, то есть среди нас. Пророк, алейхиссалату вассалам, Абу Зар говорит, ему наставление говорит: о Абу Зар, говорит, в другом хадисе, вот то же самое: ты такой человек. Хотя мы Абу Зар знаем, он сильный из сподвижников был, иманом. Но однако пророк ему говорит: такой человек, у тебя остался качество невежества, которое до ислама было, говорит. Это не характер мусульмана обзывать человека вот так, ранить человека сердце. В исламских хадисах сказано: разрушить Кааба это легче, чем ломать сердце мусульманина. Вот такой большой грех. Если кто-то сейчас поломает Кааба, что-то где-то поломает, мы скажем: вау, без человека, без имана. А когда человек ранит мусульман, притесняет, мы можем: он же хадж поехал, он, наверное, ошибся, наверное. Какой ошибся? Если ошибся, он человек извиняться должен. Он должен просить прощения. Он должен печалиться за свой грех, а то, что он такой большой грех сделал в исламе. Он может этот грех даже грехом не посчитать. И пророк продолжает, ему говорит: «Джа'алахумуллаху тахта айдикум». Аллах так сделал, что они, рабы, под вашим расположением находятся, под вашими руками. «Аманкана ахуху тахта ядихи». У кого будет брат под его расположением, «Фальют'имху мимма якуль». Пусть его кормит то, что он сам кушает. «Валь юльбису мимма яльбис». Пускай же его одевает то, что сам одевает. «Валя тукаллифухум ма яглибухум». И вы не заставляйте их делать то, что они не в силе. «Фаин каллафтухум». Если вы заставлять будете их делать то, что они не в силе, «Фа'инухум». Вы им помогите, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. И когда вот это же спор идет, вы посмотрите, это реально то, что было. И Билал стоит, пожаловался пророку. И он, Абу Зар, стоит перед пророком. В исламе говорит про кого-то, это он не сплетничал. Он пошел пожаловаться, чтобы наставить своего брата, чтобы он так не продолжал дальше так поступать остальными. Пророк его не поругал. Почему ты ко мне пришел пожаловаться? Что ты не мужчина, что ли? Сам разбираться не мог, что ли? Как некоторые наши вот, родители, когда к ним дети жалуются, вот так начинают. А пророк, алейхиссалату вассалам, сказал Абу Зар, и когда он сказал эти слова, пророк: Абу Зар, что у тебя есть качество невежества до ислама. Абу Зар в том же месте поставил голову на землю, свою голову поставил на землю и сказал: я Расул Аллах, о посланник Аллаха,
Я не подниму свою голову, пока он не наступит на мою голову, хоть он раб, независимо кто он. Вот такие были подчиненные асхабы пророку. Когда им истину говорят, они принимали. Не как наши люди, которые прыгают, хоть он не прав. Он поставил на землю голову, пускай наступит на мою голову своей ногой, говорит. Ногой. Он не сказал, пускай он то же самое мне скажет. Пускай ногой наступит, чтобы этот гордость, который у него был, качество невежества, чтобы у него не осталось больше. Он всю жизнь будет вспоминать, как ему этот раб, который обзывался, на голову наступил. Он хотел очистить себя от этого гордыни. Он поклялся, что не поднимет голову, пока он не наступит. А Билал что сделает? Он же поклялся. Билал отказывался. Но когда все-таки когда он поклялся, Билал сверху голову вот так, ногу вот так, как сказать, проводил. Вот такие были мусульмане. А сейчас кто-то кого-то притесняет, он не знает, к кому обращаться. Этому имаму идет, имам скажет, ну что делать, жизнь такой. Он не призывает того и того, да, между ними маслахат делать. А он идет к другому имаму. Другому имаму он тоже так же отправляет. Футбол играет. Вот такие имамы, когда будет имамы следовать, как пророк, алейхиссалату вассалам, когда к ним приходит кто-то жалобам, позови этого человека. Хоть ты не имам, ты мусульманин, может ты среди своего тухума, ты один единственный мусульманин, который знаешь, какая награда ожидает, когда два человека маслаха делаешь между ними. Мужчины, когда маслаха делаешь, просто слушать все могут. Им может интересно, потом расскажешь соседям, вау, он пришел ко мне так, оказывается, у них, мы думали, они очень хорошо, весело живут, у них, оказывается, там каша. Это не мусульманский характер. Вот так друг другу, братья, когда вы видите, кто-то с кем-то поспорил, постарайтесь хотя бы маслахат делать. Иначе у нас это качество джахилият осталось, получается. Дай Аллах нам и мне